она вот там в конуре сидела. Вытащили ее из конуры и прямо возле конуры с ней расправились. Ну, расправились и по следам утащили обратно через ворота и по улице спокойно в лесочек. Это сейчас Вера Вокуева вспоминает похищение домашнего любимца спокойно. А тогда утром, когда возле дома волки рвали их 6-месячного пса, женщина была в ужасе. Она не знала, что делать, и пыталась по телефону дозвониться до соседей, чтобы те пришли ей на помощь. Делали специально ей конуру маленькую. Ну, естественно, чтобы ближе к дому, чтобы и охрана вроде бы как была. Кроме этого, еще другая конура была. Там старенький пес, больной уже лежал. Взяли 21 декабря, пришли вот эти волки, окружили ее. Вот. Старика не взяли, молодую вот эту псинку маленькую утащили. Пришли 3 волка. Один окружил вот здесь, они окружили ее. Один здесь пошел, другой волк вот так обошел полностью дом. В местечке Пичи-Пашня села Выльгард к такому необычному соседству уже, можно сказать, привыкли. Главное, говорят, соблюдать меры предосторожности, не выходить в темное время суток на улицу, не выбрасывать помои рядом с домом и крепко закрывать домашних животных вольеры. А острозубых якобы отпугивает красный цвет. Вот и развесили при входе во двор своеобразную защиту. Они приходят снизу, поднимаются по полю, могут пройтись по улице, по другой улице. Они чувствуют себя здесь вольготно, могут зайти в один двор, в другой двор, подойти к вольеру, с собачками поговорить, полаять. Ситуация, конечно, выходит из-под контроля полного. Они приходят, как правило, раз в 2-3 дня. Это уже норма, мы уже привыкли к этому, свыклись. Но то, чтобы волк попал под камеру видеонаблюдения, такое у нас впервые произошло, конечно. Если в поселках, близко расположенных к лесу, выходом диких животных уже никого не удивишь, то прогулки волков по улицам столицы настораживают все больше. Видео с серыми мгновенно разлетаются по социальным сетям, находятся и очевидцы. Это дня 3-4 назад было, получается. Я ехал сначала Димитрова, мы с другом ехали на машине сюда. И просто получается, из леса он, получается, выбежал сюда. И вот по вот этой стороне бежал сюда. И мы с другом увидели то, что он сюда заворачивает. Я говорю другу, смотри, волк, говорю. И он, получается, сюда начал заворачивать, и мы тоже за ним. И он во дворы, получается, туда начал бежать. Хищников якобы видели в районе лесозавода, строителя и даже в центре города на улице Чернова. Мы показали видеозаписи опытным охотникам. То, что на кадрах некоторых из них действительно волк, они подтвердили. По всем внешним признакам, по походке, по манере поведения, однозначно это волк. Тут сомнений никаких не должно быть. Почему они выходят в города? Потому что им реально, видимо, в лесу нечего есть, сложно добывать. Судя по всему, это волк-одиночка. Соответственно, одиноким волкам очень тяжело добывать себе пищу, и вариантов нет. Вот вышел к людям для того, чтобы хоть как-то прожить еще одну зиму. Все же охотники отметили, что многие жители города часто путают волка с собакой. Скажем, серого хищника легко спутать с чехословацкой волчьей породой собак. Это результат скрещивания немецких овчарок с карпатскими волками, либо с относительно молодой породой валент, помесь волка и западносибирской лайки. У волка с чешской овчаркой она отличается в том, что у волка очень пушистый хвост и короткие уши. С лайкой только уши могут быть одинаковые, но хвост у лайки всегда крючком. Поэтому отличие с волком есть. Встретиться нос к носу в жилой местности практически невозможно, утверждают специалисты. Но если уж такое случится, нужно помнить – бегать от волка бесполезно. Напугать его возможно только резким звуком или криком. Уходить нужно, как и от собаки, медленно отступая назад, не поворачиваясь спиной к хищнику, чтобы не спровоцировать нападение. Волк боится человека, он только приходит за кормовой базой, будем говорить, за собаками, за пищей, которая
бывают тут отходы, а больше как бы он не может приставать к человеку. С ноября прошлого года за голову серого хищника в Коми начали выдавать хороший бонус в сумме 20 тысяч рублей. Премию уже получили более 100 охотников. В этом году квота на отстрел расширена. Как нам сообщили в региональном Минприроды, уже весной этого года новый механизм поощрения охотников начнет работать в полную силу. Соответственно, шкуры хищников для последующего обналичивания можно накапливать уже сейчас. Анастасия Михайлова, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.